Всем привет! Меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу остров Миядзима. А перед тем, как посетить Миядзиму, мы заехали в городок Ивакуни, префектура Ямагути. Мост Кинтай. Наверное, самый известный мост в Японии. Но если не самый, то один из, это точно. Был построен в конце 17 века, и несмотря на многочисленные реконструкции, их было очень много, прям очень много. Остался в первоначальном виде, это круто. Мост был построен для связи замка Ивакуни с вассалами, которые жили на другом берегу вот этой вот самой вот реки Нишики. Первый мост был построен всего за 3 месяца без единого гвоздя. Так что неудивительно, что в следующем году он был разрушен наводнением. Через год построили снова, уже с каменными опорами. Кинтай переводится как «золотой пояс парчи». Так называется, скорее всего, из-за сходства с поясом для кимоно. Изначально мостом можно было пользоваться только самураем. Остальные могли переправляться через реку на лодках. Первый мост не прожил и года. Перестроили, потом еще, так каждые практически 10 лет. А это бабки, много бабок. Поэтому среди местных ввели специальный закон для моста. Сейчас тоже, можно сказать, есть налог, но не для местных жителей, а для туристов. Мост платный, да, стоит 310 йен, примерно $3. И эти деньги тоже идут на реконструкцию. Например, последняя в 2005 закончилась. Стоило $25 миллионов. Из них почти 21 миллион именно за счет туристов. Ну и мы маленький вклад внесли, взяли билет и пойдем сейчас туда, к замку. Погнали! В общем, меня припахали. Ну, иногда можно, ничего страшного. Главное, чтобы в гору канатная дорога работала. В гору я тебя не понесу, ты слышишь меня? Поедем на канатке. Замок Ивакуни был построен в 1608 году, но спустя 7 лет был разобран, следуя приказу правительства Токугава. Одна провинция, один замок. Заново отстроен замок был аж в 1962 году. Главная башня была перенесена на 50 метров дальше, на благо туристам, чтобы лучше было видно с моста Кинтай. Внутри находится музей оружия и хорошая смотровая площадка.
Внимание, вопрос. Почему в префектуре Ямагучи хиросимский Wi-Fi? Понравилась, кстати, самурайская деревня. Есть что посмотреть. И есть что поесть. Ну а мы одеваем свои косухи и едем дальше. В 20 километрах от Ивакуни, уже в префектуре Хиросима, находится известный остров Миядзима или Ицукусима. Известен он храмом Ицукусима и, конечно же, красными тории, которые стоят немного в воде. Эти ворота – одна из главных достопримечательностей всей Японии. Добраться на остров можно и из центра Хиросимы на катере, но это удовольствие не из дешевых. Мы поплыли на пароме. И, в общем, сразу облом. Сейчас вам покажем. Сидим такие, ищем те самые тории. Ну где же они, где же? А их как-то и нету, ну такие, так, непонятно. Сейчас покажем вам, короче. Не знаю, видно отсюда, нет. В общем, они походу на реконструкции. Там такое большое сооружение. И самое главное, что никаких объявлений не было. Хоть бы сказали. Нет, мы все равно, конечно, погуляем, все дела, но просто мы уже на Миядзиме были. И если бы вот такая ситуация, то мы просто, наверное, поехали бы в другое какое-то место, где еще не были. Ну, настроение уже немного подпорчено. В общем, ладно, не будем о грустном. Вот он, остров Миядзима, сразу нас встречает. Все-таки я думал, будет первая линия. Нет, первыми встречают рикши. От парома до храма Ицукусима идти минут 10 через эту торговую улицу. В этот день половина магазинов была закрыта. А это те самые тории. Сам храм тоже был частично на реконструкции, но это не мешало брать с посетителей полную цену за вход. А еще мы приехали в пик отлива, и вместо такой картины мы наблюдали такую. Это фиаско, братан. Тории на реконструкции, отлив, вообще все грязно, некрасиво. Также на реконструкции синтоистский комплекс, в общем, беда. Но вы обязательно приезжайте на остров Миядзима.
Ну и дабы добить нас окончательно, все основные храмы закрылись уже в 5 вечера. А мы приплыли только в 3:30, наверное, где-то к 4. Вот поэтому ничем особым не можем тут полюбоваться, но зато тишина, вообще никого нет. Ходим по пустым улочкам, природа, свежий горный воздух, море рядом. Да, но что хочется сказать напоследок. Не повторяйте моих ошибок. Да, не подготовился. Запорол, можно сказать, поездку. Не проверил ни про проливы. Проливы, ага. Заливы, проливы, да. Ни про приливы, ни про отливы. Не проверил время работы храмов. Я не думал, что они в 5 часов все уже закрыты. Не посмотрел про реставрационные работы тут. Короче, жесть. Хотя у нас была возможность переехать сегодня утром сюда. Но мы решили, что да, на закат, туда-сюда. Людей, ну, кстати, людей нет, да. Ну, в общем, ищем из всего плюсы. Но в этом моменте у меня еще и батарея села. Ну, всем спасибо. Как-нибудь, может быть, еще приедем, покажем. Ну, а пока.